Николай Еробин – один из первых пациентов нового центра. Мужчину мучили боли в желудке, а затем пожелтели кожа и глаза. Оказалось, расширена печень и необходимо срочно обследоваться. За 66 лет челнинец впервые обратился в онкологический диспансер. Пациента проверили на современном компьютерном томографе. Я тут, собственно, тоже первый раз в жизни своей, значит, я пока вот не знаю, вот первый день я сегодня здесь хожу. Ну, у меня ощущение такое, что здесь хорошие специалисты. Всего в Челнах на онкоучете состоят около 16 тысяч пациентов. Ежегодно злокачественное образование находит у 2000 жителей Автограда. По словам медиков, раннее диагностирование заболевания – залог здоровья пациента. У Сергея Трунина 2 года назад диагностировали рак простаты. Провели операцию. Раз в 3 месяца он проходит обследование. Ну, первое впечатление о посещении онкодиспансера: просторно, удобно, коридоры более просторные. Кроме поликлиники, в онкодиспансере функционируют отделения лучевой терапии, эндоскопии, 2 лаборатории. В последних исследуют гистологический материал, ставят диагнозы и делают заключения. В нашем отделении работает 3 врача, 4 лаборанта. Поступило много высокотехнологичного оборудования для обеспечения технологического процесса в данной лаборатории, а также высококлассные микроскопы. Уже в начале февраля здесь заработает стационарное хирургическое отделение. Онкодиспансер будет обслуживать 9 районов республики. Ежегодно поликлинику смогут посещать до 100 тысяч пациентов, а в центре лучевой терапии проводить порядка 30 тысяч сеансов. Светлана Звонарева, Эльмира Гайнудинова, Тагир Бекметов, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.